Где мы находимся в настоящее время, как бы водой мы пользовались раньше, пока вот они не провели систему, вот водоканал, колодцами пользовались. Но в летнее время как бы воды очень мало становилось, и проблемы с водой как бы часто вот появлялись, и воду как бы таскали сдалека, вот, и вот в течение вот года вот провели вот водопроводы, и в настоящее время уже каждому вода поступает без перебоя всегда, и могут пользоваться, пить, употреблять пищу. Более 25 лет в селе Дранда не было воды. Здесь ранее не проводились ремонтные работы водопровода, вследствие чего трубы, а точнее то, что от них осталось, не функционировали. Более 350 семей были вынуждены обходиться без современных благ цивилизации в виде чистой питьевой воды. Ее приходилось добывать по старинке из колодца, либо ездить на родники и заполнять различную тару водой для питья. В рамках инвестпрограммы в 2016 году в селе Дранда были начаты работы по укладке водопроводной трубы, однако из-за задержки финансирования они были приостановлены. В 2017 году работа была возобновлена, и спустя год вся водопроводная система в селе Дранда заработала. Работа проходила очень даже, я могу сказать, положительно. На сегодняшний день вода доведена до 240 дворов. Из них подключились 100 с лишним дворов и подключается поэтапно. Сейчас у нас вот там небольшие промежутки. У кого там 10 метров попало, у кого 20 метров попало. Но мы старались в основном 6-7 дворов. И чтобы у всех одинаковое расстояние было, мы устанавливали колодцы. И выходы уже готовы с краником. Просто вот шланг или трубу принял, закрутил, и все, никаких проблем. Индивидуально каждый может себе краник открыть, и все, к нему домой вода пошла. На восстановление всей водопроводной системы было затрачено около 13 миллионов рублей. Глава государства Рауль Хаджимба посетил село, проверил ход ремонтно-восстановительных работ по укладке водопровода и пообщался с местными жителями. Большая благодарность. Это сделана большая работа. И большое спасибо всем. За время работ проведено 13 километров водопроводных труб, установлено более 70 разводящих колодцев и новый трансформатор для усиления напора воды. Все это позволило без каких-либо проблем обеспечить село питьевой водой в кратчайшие сроки. Объем основного наполняющего крытого бассейна резервуара для воды составляет около 450 кубометров. Глубина скважины 175 метров. Все работы по ремонту вела подрядная организация СМО-4 компании «Апснергылара». Дебит воды, откуда начинается, где-то на глубине 26 метров уже вода стоит. Насос включается автоматически. Половина резервуара опустошилась, включается автоматика, заполняется резервуар. Это обычно происходит после обеда. Когда людям дали воду, мы прохлорировали его, и взяла женщина, там представитель СЭСа, взяла пробу воды, сказала, вода качественная, сама скважина, вода качественная. Прохлорировали, людям мы предупредили, чтобы они вместо недельки 2 не пили. Для хознужд можно было пользоваться, вода качественная. Потом соседи изъявили желание, сами взяли воду, и вот здесь есть в Драндах винзавод, тоже в лабораторию, вода хорошая. Проблема была не только в ветхих и изношенных водопроводных сетях, но и в недостаточном объеме воды. Новые бассейны, трубы надолго снимут эти проблемы, говорят специалисты. Таким образом решена насущная проблема жителей села Дранда, которой больше 25 лет. У людей уже с июля месяца вода поступает каждому человеку. Там на 320 семей, пока сегодня распределено, потому что вот те, где живут, подключились от своих возможностей. Мы везде поставили вентили на 320 семей. Живут сегодня где-то живы 260-270 дворы. А вот есть участок нежилой. Человек придет, построит, для них тоже предусмотрен, он может подключиться свободно. На данный момент все основные ремонтные работы уже проведены. Сельчанам остается только подключиться к новым колодцам. И вода уже самотеком поступит к ним в дом. Рената Шакай, Беслан Денджоли, Абхазское телевидение.